Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что выбираете быть со мной, за вашу невероятную и теплую поддержку, за ваше участие, за ваши донаты. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. Давайте узнаем, какого мужчину ведет к вам сама судьба. Если тема вам интересна, пожалуйста, присоединяйтесь, загадайте на себя и давайте все узнаем, кого ведет к вам сама судьба. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Ничего себе, тут прям целый лотос. Смотрите. Ой, красота, милота. Мужчина со слезами. Видите, слезы его вышли. Тяжелая судьба у мужчины. Так, ну давайте с мужчиной чуть попозже. Хочу про вас сказать. Про вас, именно про вас. Сейчас я опишу вас. Если похоже, продолжайте смотреть. Если нет, просто не теряйте свое драгоценное время. Переходите на другие видео, переходите на другие каналы. Ищите для себя информацию. Смотрите, здесь у меня женщина показана, которая уже разочаровалась. Вот прям разочаровалась в мужчинах, в мужском поле. Да, возможно, вы не исключаете, что где-то есть хорошие, но вот всех разобрали, да. Либо это как уникальный редкий зверь, да, в Красной книге находится, да, попробуй найди. Разочарованная женщина, была любовь, были романы, но все как-то, знаете, не то, не так. Было больно, было неприятно. Где-то вы делали нажим на себя, даже терпели в надежде, что мужчина исправится. А ничего не происходило, только все лишь ухудшалось. Здесь явно девушки, которые были в серьезных отношениях, кто-то и в браке был, кто-то даже несколько раз в браке был. И вот с кем бы вы ни были, какие бы отношения ни были, вы всегда были сама по себе. Вот сама за себя. Не было такого мужчины, на кого бы вы могли вот полностью облокотиться, кому вы могли бы довериться, с кем бы вы себя чувствовали, не одна, вот с кем-то, да, под защитой себя чувствовали. А сейчас у вас как было, так и есть, да, чувство одиночества. Вот что я сама за себя. Я сама за себя, я сама по себе. Устали вы очень сильно, устали, разочаровались. Если раньше вы еще как-то там верили в любовь, искали любовь, то теперь вы уже такая, какая там любовь, да? Всех мужчин насквозь видите, да, прям видите, у вас вот этот козлометр, прям он очень четко работает, настроен. Мужчина еще рот не успел открыть, а вы уже про него все знаете. Вот прям как сканером видите, что за мужчина перед вами стоит. И вот все вот пустые, никакие, альфонсы, недоразвитые, какие-то вот прям ушлые, мужчины там с вредными привычками, мужчины, которые только лишь вот на себя, да, за себя, на себя, к себе. Об этом вот все хотят подчинить, все хотят доминировать, при этом он палец о палец не бьет, содержать не может, любить не умеет, да, а хочет доминировать. В общем, долго вы уже одна и очень сильно разочарованы. Вот действительно разочарованы. Хотя душа-то просит любить, сердце-то просит любить. Вы в себе этот позыв, порыв к любви глушите. Подруги у вас есть, подруги тоже не особо счастливые, да, вы как все тут по несчастью вместе собрались, друг друга поддерживаете. Но вы молодцы, девочки. Вот женская дружба, хоть и говорят, что ее не существует, но она есть. У вас она точно есть, подруги у вас хорошие. Нет, конечно, есть там и приколистки у вас, но в целом хорошие. Вот, и вы так женским коллективом, а кто-то в семье, да, там сестры, тетушки, да, вы в семье собираетесь, обсуждаете, друг друга поддерживаете. Ну, а у кого-то подруги. Ну, вот так и живете женским царством, можно так сказать.
Да, все уже видели. Вас уже невозможно удивить, да? Меня невозможно удивить. Нет такого мужчины, либо не родился такой мужчина, который сможет меня удивить. И еще здесь показано, что у вас вот жизнь очень тяжелая была, что очень много испытаний выпало именно на вашу долю. Испытания не только про любовь, не только про личное, а вот пришлось там всего добиваться страшной ценой, за все бороться, карабкаться, как мешали вам, вас останавливали, вас чего-то лишали, на вас внимания не обращали. Да? Ну вот пришлось доказывать, кто вы такая, чего вы стоите. И все, что у вас есть, это все вот своими собственными руками, своей собственной светлой головой. Вот никто по жизни не помогал, все сама. Вот все, что имею, все сама заработала. Такая вот женщина вы. По неволе пробивной стали, вот хочется так сказать. Вот как нежный такой цветочек прекрасный обзавелся шипами, да, но потому что жизнь заставила. По неволе это все с вами произошло. Ну а как по-другому? Либо живи с шипами, либо пропадай, да, будь нежным цветочком. Да, тяжелую жизнь вы прожили, либо тяжелые годы испытаний вы прожили. То есть, возможно, вы молодая девушка. Возможно, вы уже опытная женщина. Но тяжелые испытания мне идут. И испытаний было очень много. Знаете, вот даже как на одну человеческую судьбу, это прям очень много, выше крыши мне идет. Кто-то рождается с золотой ложкой во рту, а кому-то приходится вот просто вырывать для себя хоть какие-то крохи. Да, вы не сломались, может быть, немножко надорвались в этих испытаниях, но не сломались. У вас очень сильный стержень. В общем, скептически вы относитесь к любви, к мужчинам и к счастливой личной жизни, да? Так иногда так думаете, или с сарказмом шутите. Но это про вас, да, это вы. Так, ну а мужчина у нас тут выходил со слезами, да, то есть тоже жизнь была не сахар. И так же, как и у вас были испытания, и боль была, у кого-то отыграется, что мужчина развод страшный пережил, у кого-то отыграется обман в любви пережил, у третьих отыграется вообще мужчина-вдовец. Тяжело. Ему было не легче, чем вам, а может быть даже и хуже, чем вам. Но в отличие от вас, мужчина не перестал верить в любовь. Вот он верит в любовь, он ждет любви, он прям чувствует, что он должен встретить свою настоящую истинную любовь. Слезы у него, потому что он очень нежный, ранимый и чувственный человек. Он прям эмпат, сильнейший эмпат. Вот если вы женщина-сканер, да, вы прям все видите насквозь, от вас ничего не скроется, не укроется. А он эмпат, он людей чувствует, душу чувствует, сердце, помыслы чувствует. Вот. И он, смотрите, в отличие от вас, он более какой-то нежный, но в душе нежный. Если у вас шипы, то он прям остался нежным, его ничто не испортило. Еще мне идет у кого-то отыграться, что мужчина очень такой верующий, набожный, религиозный, можно так сказать. Такой, знаете, с верой в сердце, хочется сказать. Вот, у него там не просто, например, крестик, либо он там, допустим, в джаме ходит, но он верит, истинно верующий человек. Вот он и там молитвы знает, допустим, либо суры, может, какую-то другую религию исповедует. Но вот он верующий человек, вот живет по канонам той религии, которой он принадлежит. И не по тем вот таким вот как показным канонам, а по-настоящим. Душа у него очень светлая и чистая, душа ребенка мне идет. Смотрите, еще про этого мужчину могу сказать, что он очень долго и тяжело чего-то добивался. Вот как вы в жизни всего добивались тяжело, и также он добивался, но его предавали. Его предавали, вот как друзья могли предать, семья могла предать, там, партнеры могли предать, там, бизнес-партнеры. Вот. Возможно, даже у мужчины какие-то были проблемы с законом из-за этого. Там, подставили, предали, на него все долги повесили. То есть он еще это прошел. Прошел, но очистился от всего, да, он свою правоту, либо невиновность, он это доказал. Я не удивлюсь, если у кого-то отыграется, что мужчина даже за какое-то экономическое преступление привлекался. Вот, как я сказала, его могли подставить. Но при всем при этом в людях он не разочаровался. Не разочаровался, просто стал более осмотрительным в выборе, в подборе друзей, круга общения. Ну, не более того, не более. Вот. Еще могу сказать, что он очень интеллектуально развит. У него очень высокий интеллект, высокий уровень IQ. И мужчина постоянно вот как учится.
учится, занимается саморазвитием, самообразованием. Мужчина может изучать иностранные языки, мужчина может участвовать даже в каких-то там конкурсах, соревнованиях, вот там наука, там математика, физика, там химия. В общем, ему это все нравится, он этим увлечен, ему это приятно. Казалось бы, да, кто-то с мужиками собирается, там футбол смотрит, пиво пьет, ну, либо что покрепче, а этот нет, он как этот юный парень, да, занимается наукой, как ученый мне идет. Кстати, у кого-то еще может айтишник отыграться. Ну, IT скорее больше как хобби, хотя может быть и работа. Но не знаю, много ли айтишники зарабатывают, скажите мне. У меня просто нет знакомых. У него денег сейчас много, он много заработал, у него капитал есть. Вот мне идет, что он при деньгах. Смотрите, какой огромный карман, туго набитый деньгами. При этом он не выглядит как богач. Он выглядит, ну, обычно, да, ну, хорошо одетый человек, ухоженный человек. То есть он деньгами не кичится. Может быть, у него нету там шикарного пентхауса, но у него при этом есть деньги на то, чтобы приобрести там несколько таких объектов недвижимости. Такой интересный. Внешность этого человека, ну, симпатичная, приятная. Я не могу сказать, что красивая, да, вот красавец писанный. Нет, я не могу этого сказать. Приятная внешность, приятная. Нет каких-то изъянов, там, слишком видимых, бросающихся в глаза. Лицо открытое, вообще мне идет как светлое лицо. Может быть, нет растительности на лице. Ну, либо он следит, да, чтобы там не зарастать. Может быть, действительно, мужчина сильно светлокожий, да, вот прям кожа светлая-светлая у него. Но симпатичный, да, он симпатичный. Но самое главное, его красота, она внутри находится. Вот когда он начинает говорить, когда он начинает общаться, вот тогда уже происходит чудо. Этот мужчина кажется как ангелоподобным, каким-то необычным. По здоровью этого мужчины есть какое-то хроническое заболевание. Ну, оно не смертельное, оно не какое-то там отталкивающее, заразное, нет. Вот что-то с детства у него идет. Может быть, родился с какой-то проблемой, может быть, в детстве получил. И вот он с этим живет. Живет, ну, в принципе, ему особо не мешает. Вот хроническое, не наследственное, не генетическое, а именно хроническое. И вот молодым он был, совсем молодым, юным он был, когда он это заболевание, ну, получил, либо ему поставили этот диагноз. Вот он с ним живет. Как-то вот нервная система, вот когда понервничают, у него, ну, там, болевые ощущения могут быть, да, либо что-то воспаляться начинает, либо какая-то реакция идет, вот как-то с нервами связано. Ну, это его не портит, да, ну, это нормально, естественно, у каждого есть какие-то хронические заболевания, ничего страшного. По поводу семьи. Ну, тут я так могу сказать. То ли у него друзья, его семья, то ли у него есть действительно семья, и они очень дружны. То есть они как друзья друг другу. Не просто там мамы, папы, братья, сестры, а именно как друзья. То есть очень доверительные, теплые отношения. У кого-то отыграется, что у мужчины нет семьи, но у него есть прекрасные друзья, которые лучше, чем родня. Да? Вот их немного, но они все вот честные, добрые, и у них прям доверие между ними всеми. Что меня смущает в этой отсыпке? Меня смущает ваше отношение к этому мужчине и его отношение к вам. Вот смотрите, вы как будто бы из двух разных миров, и вместо того, чтобы друг друга там изучать и узнавать, вы почему-то берете дистанции. То есть вы смотрите на этого мужчину и думаете, ну, не может быть, да, не может этот мужчина быть настолько хорошим, либо не может этот мужчина обратить на меня внимание. Вот 100% у него там кто-то другой есть. Да, такие хорошие одни не бывают, там семья, может быть, вот как сомнения у вас пойдут. Вроде видите, что хороший, замечательный, но почему-то вы так реагируете, что вот он не может выбрать меня, да, что вот я какая-то не такая, слишком, может быть, для него там взрослая, может быть, полная, может быть, еще какая-то. То есть начнете
комплексовать почему-то рядом с ним и сами себя от него отговаривать, что вот он красавчик, он успешный, он хороший, он не может выбрать меня. Да, что-то тут не так. Хотя ваш вот этот козлометр, он будет говорить, что мужчина классный, да, вообще там козлами и не пахнет. И у мужчины какая-то странная реакция. Он как будто бы вас боится. Вот он смотрит на вас, да, и думает, блин, это не может быть правдой, да, таких женщин не бывает. Вы для него какая-то как загадочная, как мираж, как дымка. Смотрите, вы думаете, что он вас не выберет, да, что у него кто-то есть, а он думает, что у вас кто-то есть, и вы его не выберете. Какая-то разница между вами есть. Вот действительно разница. Может возрастная, а может быть социальная, а может быть и то, и другое. Вот что-то между вами есть. И вы как бы вроде хотите быть друг другу нравитесь, но в то же время сами себя друг от друга отговариваете. Вот это мне непонятно. Сейчас, наверное, карты возьму, потому что мне это непонятно. Вы как в разных мирах находитесь. Почему так происходит? Почему вы друг от друга будете... Нет, почему вы сами себя отговариваете, да, от общения, от знакомства, от продолжения знакомства? Давайте посмотрим сначала вас, потом посмотрим его, а потом общую тенденцию. Просто в песке я не могу понять. Вот на разных высотах стоите, и вроде и тянет, но вы отталкиваетесь друг от друга. Почему так? Почему вы? Не, ну тут с вами понятно. Вы такая красавчик, да, успешный. Вот у него точно есть семья, точно есть какая-то женщина прекрасная, молодая, да, он вообще на расхват. Вот как-то, знаете, комплексовать начнете. Хорошо, что с ним? Так, я думала, карты нам больше раскроют, но походу идут по моим мыслям. Мужчина. О, Боже. Ну, я же сказала, что вы для него какая-то необычная, волшебная, как ускользающая, да. Он такой, нет, это мираж, что не может быть такая женщина, не может на меня обратить внимание. Таких женщин не существует, да. Это сказка. Еще тут, кстати, могут быть подозрения, что вы какая-то вот волшебница, фея, да. Ощущение нереальности. Вот у него ощущение нереальности, а у вас ощущение, что он не свободен, что он вам типа голову сейчас заморочит, вы сейчас в него влюбитесь, а потом окажется, что у него там семья, да, гнездо, где его ждут дети аистята. Хорошо, ну, давайте посмотрим общую тенденцию, да, почему вы так от друг друга отталкиваться-то будете, откуда такие мысли, в чем причина, откуда такие мысли. Откуда такие мысли? Ну, опыт. Это опыт, который вы оба пережили. Да? Когда, смотрите, мечтаете о счастье, вы его выпрашиваете, вы вымаливаете это счастье и думаете, ну, боженька, ну пошли мне счастье, судьба, смилуйся. Счастье приходит, и вы такие, нет. Этого не может быть, да, я же не ребенок, чтобы очередной раз там на грабли наступать. Этого не может быть. Он такой, ну не может быть такая женщина. И вы такая, ну не может быть такого мужчины хорошего. Опыт, проблемы прошлого, вот этот опыт и то, что вы закрылись, оба закрылись. Закрылись и в чудеса не верите, а чудеса ведь происходят. Сейчас еще один момент хочу посмотреть, и дальше будем продолжать. Вот я спросила, зачем? Для счастья. Это везение, это большое везение, которое позволяет двум таким прекрасным людям встретиться. То есть это не какая-то ошибка природы, это не заблуждение, это ответ на ваши мольбы и просьбы, девочки. Вы просили такого мужчину, мужчина просил такую женщину. Вот вы друг друга получите. Вы реально друг друга получите. К сожалению, не могу сказать, где вы встретитесь. Этого песок не показал. Хотя, давайте на картах посмотрим, да? Что это? У меня же карты есть. Иногда забываю, да? Так,
Ну, карты, подскажите, где вы встретитесь, где женщина познакомит. Женщина симпатичная, такая вот проворная, действенная, активная. Вы либо у этой женщины будете в гостях, в ее доме, в ее семье, она замужняя, кстати, семейная, да, вот познакомитесь, либо, ну, это как общая знакомая, и вас знает, и его знает. И вот она вас познакомит, через женщину познакомитесь. Еще посмотрим, когда. Ну, когда не могу вам точно сказать, но это явно какое-то семейное мероприятие будет. Не обязательно, что ваша семья, либо его семья. Вот как там показали эту женщину замужнюю, может быть, у нее что-то будет, да? Или какой-то праздник, посвященный, там, не знаю, семье, детям. Вот там именно познакомитесь. А ждать уже недолго. Ждать недолго. Тут буквально совсем чуть-чуть. У кого-то 3 дня, у кого-то 3 недели. Но не больше, чем 3 недели. Вы точно познакомитесь. Но он уже как в пути. Вот мне идет, что он в пути. Видите, лотос уже расцвел. Знаете, что я еще думаю по этой картинке? Вы друг другу вот в момент встречи, знакомства, ну, станете испытывать очень сильные чувства. Знаете, как говорят, накатило, да? Вот. Возможно, это вас испугает, и его испугает, и вас испугает. И поэтому вам будет казаться, что это все не по-настоящему, да? Что вот не может быть настолько хорошо, либо это не может быть правдой. Вот. Смотрите, не упустите. Вот когда вам начнет казаться, что это не может быть правдой, да, что не может быть по-настоящему, щипайте себя, не знаю, кусайте себя за руку, можете укусить, сами себе на ногу наступите, хотите, пойдите холодной водичкой, побрызгайтесь, либо умойтесь. Но не теряйте вот это чувство реальности. Это не сказка, это не сон. Вы просили, мужчина просил, судьба решила откликнуться на зов 2 прекрасных людей. Все сошлось, вы друг к другу подходите, поэтому вас и сведут, поэтому вас и познакомят. Через женщину познакомитесь, 100% через женщину. Вот. Главное, чтобы вы друг друга не упустили. Это самое главное. Девушки, не бойтесь проявлять инициативу. В данном конкретном случае инициатива не наказуема, а наоборот будет очень хорошо поощряться. Вот. Даже если между вами разница, даже если мужчина там очень сильно молодо выглядит, не важно, знаете, что это ваш мужчина, именно ваш. Да вы сразу сами поймете, вы это почувствуете. Почувствуете, и вот это ощущение чуда, оно вас не будет покидать. Чудо, именно что вот чудо какое-то, да. Вот. Мужчина может растеряться, но вы не имеете права на то, чтобы растеряться. Идет вот по вашей просьбе, по вашему заказу хороший мужчина. Теряться вам нельзя. У него прекрасные привычки, которые идеально вам подходят. Он терпеливый, он спокойный, он уравновешенный. Он такой, как вам надо, понимаете, вам подстать, вот так хочется сказать. Когда этот мужчина рядом, смело могу заявить, что мечты ваши сбылись по поводу личной жизни. И то же самое я могу сказать по поводу мужчины. Когда вы рядом, его мечты по поводу личной жизни тоже сбылись. Главное, чтобы вы друг друга не упустили. Ну, в прямом смысле слова не упустили. Будет страшно, но вы не должны бояться. Должны довериться судьбе. Вот она, ваша судьба, и 2 вас сводит. Так что, мои хорошие, ждите 3 дня, 3 недели, и вы точно с ним встретитесь. На этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.